Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами Лара Володина. Новости по Вике, по алабаечке Вики. Что касается суставов, воспалительный процесс суставов, артроз, артрит и так далее, переломов нет. Конечно же, все будет дообследоваться, и обследование продолжится в Москве. Планируется ее перелет в Москву к лучшим докторам. За нее берутся сильная команда волонтеров в Москве. С профессором-кардиологом Илларионовой уже на связи. Давайте верить в лучшее, и все будет хорошо. Она будет в надежных руках. Спасибо всем за помощь, которую вы присылали на эту девочку. Спасибо всем огромное за вашу поддержку, за ваши советы, за ваше напутствие. Все будет хорошо. Теперь новости по Рыжке. Ее прооперировали. Также продолжаем капельницы с винкристином. Удалось еще 2 ампулки прикупить. Она под наблюдением врача. Сдается периодически анализ биохимия крови и раз в неделю на химию. Надеюсь, тоже очень надеюсь, что мы справимся, что победим болезнь, и она у нас восстановится. Друзья, спасибо вам и за отклики на Рыжку, за помощь на Рыжку. Спасибо вам огромное. А бывает и такое. В 2 часа ночи по московскому времени меня разбудил звонок, и сообщили, что собачья семья, мама, папа и щенок, стоят у дороги. Пытаются перейти дорогу и не могут. Они пытаются перейти, потом понимают, что не перейдут, будут раздавлены, снова отодвигаются назад, и так несколько раз. И вот в 2 часа ночи мне об этом сообщают. В 8 утра по якутскому времени Лариса Валентиновна скинула мне фото щеночка с мамой у самой дороги. Люди проходили мимо. Вот такой щеночек маленький. Ему даже, по-моему, месяца нет, он совсем малюсенький. И вот такая небольшая мама. Сидели у обочины дороги и не знали, что им делать. Их могла машина задавить или... Ну, что угодно могло случиться. Слава богу, у меня был выходной. Отказать Ларисе Валентиновне я не могла, так как она мне тоже очень сильно помогла. И вот спасли мы семейку. Наталья тут же отозвалась и сказала: хорошо, я сейчас добегу до этого перекрестка. И вот она взяла этого щеночка. Мамка бежала рядышком с ней. И папаша семейства тоже их сопровождал. Она донесла до дома. Мамка зашла вместе с ней домой за щенком. А папик остался возле дома. Ну и потом
его след простыл. Может, еще появится, неизвестно. И вот этот щеночек вместе с мамкой у Натальи в очень стесненных условиях. У нее дома много собак спасенных с улицы, из ППЖ. Очень маленькая площадь. И надо собаку, конечно же, забирать. Щенка забирать в первую очередь, да и мамку тоже. Мамку мы назвали Тася. Мамка невысокого росточка. Щеночек маленький, хорошенький, славненький. Похоже на то, что Тася была домашней собакой. Она не боится шума пылесоса. Она знает поводок. Видимо, ее выкинули. Конечно же, у нее был не один щенок. Другие щенки похожи на то, что погибли. Остался в живых только один. И ему меньше месяца. Я обращаюсь, люди, к вам. Помогите с этим семейством мамки и щенка. Пригласите на проживание, на передержку. Что-нибудь, откликнитесь. Потому что я уже не тяну на свое кураторство брать. Их же надо содержать, их же надо оплачивать. Помогите, предложите, поддержите, возьмите. Откликнитесь кто-нибудь. А также хочу упомянуть еще об одной жертве вчерашнего дня. Маленькая девочка, назвали ее Чапа, бегала во дворах, бегала с детворой, бегала, но никто ее не забирал, никто ее не спас, не забрал домой. Совсем случайно откликнулась женщина, которая сообщила, что она ее может отловить, поймать, но забрать ее надо немедленно, потому что у семьи, членов семьи аллергия, астма и так далее. И вот они ее отловили. В течение 2 часов мы забрали ее и точно так же напросились к той доброй женщине, которая спасла утром мамку со щенком у дороги. Еще раз она нам не отказала, но это уже полностью переполнение в семье. Моей надо уходить на работу. Друзья, у этой доброй женщины Натальи надо быстрее, как можно быстрее забирать собак. И мамку со щеночком, и эту маленькую малышку 5-килограммовую Чапку. Надо забирать, надо их отправлять в Москву. Я снова обращаюсь к вам здесь, в Москве. Может быть, в Питере. Кто-нибудь откликнитесь на эту маленькую собачку-малышку. Она всего 5 килограмм. Девочка, пожалуйста, приголубьте, приютите, откликнитесь. Пожалуйста, очень вас прошу. И на перелет этих собак, конечно же, нам тоже нужны денежки. Собаки каждый день прибывают. Помогайте нам, пожалуйста. Очень вас прошу.